Здравствуйте, это эстонский язык со Светланой Амбре. Tere, see on eesti keel Svetlana Ambrega. И сегодня наша тема цвета. Ja täna on meie teema värvid. В этом видео мы с вами произнесем цвета на эстонском языке. Я вам скажу, как образовать множественное число разных цветов. И в конце видео вы узнаете, как будет прозрачный по-эстонски, салатовый, голубой, как сказать темно-синий и, например, ярко-красный. А также мы зададим два вопроса на эстонском: какой это цвет и какого это цвета. Начинаем. Белый, valge, желтый, kollane, оранжевый, orange, розовый, roosa, красный, punane, зеленый, roheline, синий, sinine, фиолетовый, lilla, коричневый, pruun, черный, must, серый, hall, бежевый, beige. На что нужно здесь обратить внимание, как мы произносим эти слова. Да, если это цвет желтый, kollane, и вы видите две согласные L вместе рядышком, мы их удваиваем, да, произносим kollane, kollane. Если две гласные, например, рядом стоят две О, rosa, розовый, rosa, розовый, протягиваем две буковки О. Дальше lilla, фиолетовый, две буковки L, значит мы опять удваиваем, lilla, lilla. Pruun, pruun, протягиваем две У. Hall, две L, L, удваиваем, hall, hall. Beige, beige, две буквы Е гласные, мы их удваиваем, опять протягиваем. И еще раз, veel kord, вместе со мной. Koos minuga. Valge, kollane, orange, roosa, punane, roheline, sinine, lilla, pruun, must, hall, beige. Молодцы. Здорово. А теперь, как же сказать во множественном числе белые? Вы, наверное, уже догадываетесь, что нужно поставить буковку D в конце. В данном случае верно. Мы скажем белые valget. Просто добавляем букву D. Но если мы хотим уже сказать желтые, и слово оканчивается на «не», то потом оно меняется на «се», и мы добавляем буковку D уже к окончанию «се». Итак, как мы скажем желтые? Kollased, kollased. Оранжит, здесь добавляется гласное «и». Почему меняется, да, окончание «на» или добавляется другая гласная какая-то? Это потому что множественное число мы образуем от второго падежа в эстонском языке от формы омастов. От омастова. Поэтому не просто знать цвета в начальной форме, нужно знать также вторую форму, это падеж омастов, и тогда мы смело можем образовать множественное число путем добавления окончания буковки D. Но не. Итак, дальше. Оранжевый будет oranžit, rosa. Да, мы добавляем окончание D. Rosad, розовые, punane. Ага, здесь опять окончание «не», значит мы образуем «се» и добавляем окончание «d». Punased, punased. Rohelised, также, да, вы видите, rohelised, sinised. Опять окончание «не», переставляем на буковку «с», да, «не», и получается sinised. Lillad, здесь уже есть гласная, значит гласную добавлять больше не надо, просто добавляем окончание «d». Lillad. Pruun, добавляем гласную «и», pruuni, и окончание «d». Pruunid. Mustad, здесь будет гласная «а». Mustad. Hallid. Bežid. Здесь гласные две «и» добавили, да? Hallid и bežid. И окончание «d». Вы видите, да, что не просто знать в единственном числе цвет, но также важно знать и вторую форму этого слова, чтобы образовать множественное число. Итак, а теперь я скажу все эти цвета во множественном числе. Повторяйте за мной. Koos minuga, вместе со мной. Valged, kollased, oranžid, roosad, punased, rohelised, sinised, lillad, pruunid, mustad, hallid, beežid. Супер. Väga hea. Suurepärane. Отлично. Итак, а как же теперь будет у нас прозрачный в эстонском языке? Прозрачный это будет у нас läbipaistev.
läbipaistev. Läbipaistev. А если мы хотим сказать во множественном числе прозрачные, то уже там немножко поменяется окончание и будет у нас läbipaistvad. 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 Итак, а если мы хотим сказать темно-зеленый, светло-зеленый, как же это сказать по-эстонски? Темно-зеленый будет tumeroheline, светло-зеленый, то есть салатовый, это будет heleroheline. Heleroheline. Голубой helesинine, темно-голубой tumesинine. Итак, а как же сказать нам ярко-красный? Ярко это будет уже у нас слово ergas. И тогда мы скажем ergas punane. Ergas punane. И это два отдельных слова. Ergas punane. Если мы хотим сказать светло и темно-зеленый, то мы соединяем, да, слово heleroheline и tumeroheline. Они пишутся вместе. Эти слова heleroheline соединяем вместе. Hele плюс roheline. Вот. А если мы хотим уже сказать ярко-красный, то обратите внимание, да, будет ergas отдельное слово, и punane тоже отдельно. И так с другими цветами. Теперь мы зададим два вопроса. Как сказать, какой это цвет? Мы спросим, mis värv see on? Mis värv see on? А если мы хотим уточнить, да, какого цвета эта сумка, например, тогда мы уже скажем mis värvi see on? Mis värvi see on? Или добавим еще слово сумка, да? Mis värvi see kott on? Mis värvi see kott on? Вот так мы задали вопросы. Спросили, какого это цвета и какой это цвет. Спасибо, Tänan. Благодарю за внимание. Tänan tähelepanu eest и увидимся в следующем видео. До свидания. Head aega!